ИЗНР, Арлах Аргасар, Пазананджелар. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Я, Юрий Леонид Валентинович и Станислав Анатольевич Югдыжеков с вами. Мы продолжаем тему кыргызского каганата, и сегодняшний наш сюжет посвящен очень важной, едва ли не центральной, пожалуй, фигуре в части создания кыргызской государственности. Речь идет о государстве енисейских кыргызов средневековых. Барсбек Каган. Личность, с моей точки зрения, достаточно таинственная. Ровно настолько, насколько информации о ней не так много с одной стороны, с другой, видимо, личность выдающаяся, потому что все, что связано было с его жизнедеятельностью, дает нам основания для подобной оценки. Об этом чуть более подробно, чуть позже, так сказать. Барс сначала бег, пиг у нас это титул, насколько я понимаю, аристократический, мог родиться когда, так сказать? Понятно примерно, когда он уходит из жизни? Это тоже не совсем понятно. Не совсем понятно. Ставится под вопрос. Потому что если вот эта дата зимнего похода тюрков... 710-711 Зима 710-711 года, но эта дата не датирована абсолютно. Она датирована только относительно звериного календаря. А следовательно, по некоторым оценкам, в том числе и я присутствовал на конференциях, на лекциях уважаемых тюркологов, и Игорь Валентинович Кармушин, и Игорь Леонидович Кызласов допускают, что это все могло произойти на один цикл позже. То есть это сдвигается. Да, сдвигаем на 12 лет, и тогда мы получаем дату зима 22-23 годов. Потому что это ближе к смерти уже и Кюльтигина, и Таньюкука. Да, у них там, соответственно, по-моему, 31-34 года. Да, и получается, что вот эти деяния уже были позже. Потому что это как-то и по времени создания памятников ближе, и ко времени предполагаемых сыновей Барсбека, и их посольству в Китай. Поэтому, наверное, можно предположить, что если он погиб в 710 или в 722 году, но он уже был и беком, и получил каганский титул, причем каганский титул признали носители такого титула в каганате, то тогда это был уже весьма почтенного возраста человек. Дорогие друзья, для тех, кто только что называется, включился и не смотрел предыдущие сюжеты, замечу, что речь идет о событиях рубежа, по сути, 7-8 веков. Есть государство кыргызов, которое находится в зависимости от восточно-тюркского каганата. У этого государства появляется талантливый, сильный правитель. О том, что он является носителем выдающихся качеств, неоднократно упоминают практически все соседи того времени. И подоплека заключается в том, что этот правитель, с одной стороны, родственник, по-моему, младшую сестру. За него была выдана замуж младшая сестра, то есть Сениль Кагана и его брата. То есть Бельге Кагана и Кюльтигина, да? Бельге Кагана и Кюльтигина. То есть его дети автоматически становятся чиенами, по-древнетюркски джиганами, каганов тюркского каганата. Это говорит о том, что восточно-тюркский каганат роднится, хотел бы, так сказать, выстраивать близкородственные отношения с правителями кыргызского каганата, но события, о которых мы только что упоминали чуть ранее, связаны с внешнеполитической деятельностью Барсбека Кагана. Он с врагами, так сказать, восточных тюрков, с китайцами налаживает крепкие отношения, обменивается, так сказать, посольствами, и это расценивается как своего рода предательство, да? Да. Значит, что можно сказать о таком своеобразном квесте? Как кыргыз мог стать каганом? Значит, для этого он должен... Давай два слова о том, кто такой каган вообще. Каган – это хан ханов, царь царей, это император степей, который постоянно претендует на равенство своего титулу Хуанди, то есть китайскому императору.
И некоторым тюркам это удавалось, когда их статус признавался равными, допустим, правителю династии. В любом случае, Тан это даже. руководитель независимого государства. Это даже претензия на господство над другими ханами и так далее. Это титул выше ханского. Это не просто какой-то племенной вождь, это правитель, который хочет стать, в западных традициях императорами. То есть он хочет, чтобы в его подчинении были другие ханы. Значит, раз тюрки пошли на признание его титула, то это означает, что они не только не могли подчинять себе киргизов, они признавали их полную независимость и равенство своему каганату. И они, поскольку они претендовали на равенство китайскому императору, то признание такой же стадии развития за киргизами, это очень и очень много говорит о том, какого уровня достигли киргизы уже к этому времени. Значит, с ними надо было именно родниться, то есть заключать браки. Значит, с рабами, холопами, федератами браков вот таких династических не заключают. Это было именно очень серьезное государство. Значит, и по внешней политике, правильно говорит Леонид Валентинович, то есть страшная угроза была, что вот киргизский каган, сильный каган, стал, говорит, нашим главным врагом. Потому что, смотрите, Китай не мог с ними справиться, хотя там возглавлялся династией Тан, очень такой воинственный. Экономически. Западные тюрки, западный каганат не мог с ними справиться. А вот то, что находилось буквально на севере от тюрков в нескольких дневных переходах, оно могло с ними справиться. И более того, оно организует коалицию против них. То есть об этом сюжет был нами записан ранее, как этот вопрос решали тюрки. Мы к нему обратимся. Немножко о том, что известно о вот этом имени Барс-бек. Вот о беке, как о титуле, который переводится как князь, вы сказали. То есть он соответствует славянскому князю. Значит, соответствует титул бек или пик по-хакасски. Он соответствует арабскому эмир, соответствует монгольскому найон. И примерно так и переводится вот в этих источниках. Дальше. Кто мог стать беком или пиком? То есть это бек должен обладать некой дружиной, допустим. Почему его звали Барс? По всей видимости, это не просто его имя, как звериное имя, допустим, у ранних тюрков, да? По всей видимости, это его вообще родовое имя. То есть, там есть упоминание из рода барсов. Да, из клана барсов. Барс-уя, то есть из гнезда буквально, из гнезда барсов. Барсы вьют гнездо, геральдический барс в гнезде. Причем свернувшийся барс-то, кстати, он в гнезде и в спит. гнезде спит, да. Знаменитые вот эти скифосакские смотрите, сюжеты. то есть мы можем подключить к тюркским источникам еще и, собственно, кыргызские источники. Это надписи Алтынкөл-1, Алтынкөл-2, да? Значит, там упоминается, что мы, во-первых, там беки называются не просто беги, а умай-беги. То есть беги, у которых как-то они связаны с богиней Умай. Это прародительница. Да. Если ханы у нас все, они связаны с Тенгри, они же небоподобным, небом рожденные, небом поставленные, небесные каганы и небесное государство. Беки немножко уровень надо пониже взять. Вот они как-то связаны, мы, говорит, с Умай. Мы, говорит, служим Умай. Вот мы Умай-беги. Но вот среди этих Умай-беков есть еще клан или Уя, гнездо барсов. То есть, возможно, это какая-то генеалогическая структура. Возможно, действительно династия. Потому что примерно в таком же значении, допустим, у тюрков это идут эти ашина, которые как-то связаны с волками. Да? А здесь
кыргызы не связывают себя с волками, не связывают себя с коровами, о которых упоминают китайцы, что бог с коровой как-то вот как Зевс просто-напросто там симпатичными коровами постоянно взаимодействовал. Нет, он сам был симпатичным быком, Прикидывался, да. похищал Европу, то в виде лебедя. Здесь люди, вот эта кочевая верхушка киргизов, как бы выдвинула, вот этот среди умайбеков выдвинулся еще и клан барсов. И мы просто встречаем несколько раз эти упоминания в рунических надписях. То есть, вот он выдвинулся, он из этого привилегированного клана, династический род, можно предполагать, ничего этому не противоречит, и имел уже титул бека. Причем, мне кажется, что это не просто чин или звание, это именно титул, то есть это наследуется, как князь, это наследуется генеалогически. И вот это к нему вот есть Барс, это его первое имя и клановое имя, потом титул Беков, и потом он получает уже титул Каган, который он придавливает браком с младшей сестрой. Закрепляет, да? Да, и, кстати, не факт, что у него не было других жен. Это вполне возможно. Они должны быть во-первых, надо было решать внутренние проблемы, да, то есть и со своими киргизами, и с окружающими народами, о которых мы говорили, очень много было вокруг. Вот. И, вот этот путь обычно проходится годам к 40. То есть, 40 лет было очень важно у киргизов дата. То есть, в присутствии киргизского хана, допустим, по описаниям мусульман, никто не может стоять, кому... Нет, никто не может сидеть, кому не исполнилось 40 лет. 40 то есть, это известно, уважение к старшему, они привилегией такой пользуются. И когда он стал Каганом, то, возможно, уже стали работать вот эти механизмы возвеличивания, сакрализации власти, которые мы встречаем в источниках позже. То есть, например, если другие киргизы, у них были какие-то войлочные шапки, считают, что это колпаки, возможно, уже тогда прообраз был. А Каган носил специальную такую особую шапку с золоченым верхом. Мы встречаем подобные, допустим, на изображении того же Кютигина. Да? Да. Значит, у него особый головной убор, он говорит по-другому. И у него даже пищевые запреты. То есть, допустим, все пьют молочные продукты, да, и в том числе алкоголь. А ему делается специальное хлебное вино. Как-то, может быть, это, кстати, дистиллят впервые стали получать. И ему особую такую выборку. Понятно. То есть он прошел эти все пути дружинника, потом бека, потом Кагана. То есть такой квест он прошел. Человеку был, видимо, с неплохим кругозором. Все-таки, и достаточно коварный, мне кажется. Это ж как так, родственников по жене-то. Хотя у многих людей как-то... Нет, обычно личное коварство легко объясняется государственными потребностями. Очень. Всегда. Необходимо это делать. Тем более, если вдруг к нему прибыли... Все-таки, может быть, это китайцы организовали этот заговор? Для них это было бы разумно, учитывая то, как позже, об этом еще у нас, возможно, пойдет речь, в период разрушения уйгурского каганата, они активно, так сказать, манипулировали, судя по всему, сознанием, так сказать, кыргызов. Может быть. Значит, в принципе, о величии Барсбека Кагана говорит и сам факт этих событий, которые произошли либо действительно в 710-711, либо 700, соответственно, 20-м, то есть, прошу прощения, 22-м, 23-м, да? Да. Речь идет, по сути, Станислав Анатольевич, вы коротко описывали это в сюжете, посвященном восточным тюркам, о том, как отрядом, так сказать, они перевалили через хребты западных Саян, по зимним склонам спустились вниз, состоялось одно сражение, потом настигли, Барсбека Кагана в пределах долины, Сонга, Черни, да? Где это находится, еще неизвестно. Есть предположение, что в долине реки Сон, это нынешняя граница Багратского и Ширинского районов. Я хорошо знаю эти места, в принципе, они описывают, что когда они по долине реки Аны, они, поднялись или спустились. Потом они скакали, и день, и ночь мы быстро скакали. На киргизов мы напали во время их сна.
день и ночь. То есть это суточный переход, но это очень много, до 100 километров могло быть. Так от выхода из, ну, если они по Оне спускались, они так или иначе должны были прийти по этой, так сказать, да, к Таштыпу. Вот. Там как раз напрямую почти 260 километров, если речь идет о долине реки Сон. Ну вот смотрите, сначала, там два боестолкновения. Сначала они, значит, проскакали день и ночь. Угу. У киргизов они разбивают в первом сражении, такое впечатление, напали во время сна. А потом сражение с Каганом, во время которого был убит конь под Кюльтигином, во время которого Кюльтигин, значит, одного зарубил, другого убил стрелой, двоих проткнул, как на шампур киргизов, этим копьем, значит, да? Под ним убили лошадь, он сел на другого. Вот какая-то ожесточенная битва, и там, говорит, мы и умертвили Барс-Кагана. Причем непонятно, погиб он в бою или устроили ему судилище. Вот. Но, в общем, Барс-Каган, значит, умер. Но дальше что делают тюрки? Они говорят, мы сказали, что не останется эта заброшенная страна. И мы, вот по попыткам перевода, мы снова дали эту землю в управление киргизу. То есть, по сути, речь не идет о военной кампании как таковой, речь идет о том, что мы сейчас бы назвали спецоперацией ради решения проблемы одного персонажа, так сказать, одной личности. Это абсолютно операция, хирургическое устранение. По сути дела, если мы посмотрим, как было принято решение и сколько взяли с собой воинов, их могло быть очень немного. Ну, во-первых, много бы и не прошло. Там ведь Таньюкук вот прикинул в уме, он говорит, вот этой дорогой можно пройти зимой. Много там людей было, нельзя идти налегке, без фуража. Взяли они одного проводника, по пути его там и закололи. Вот, такие, как Иван Сусанин, так сказать, он пострадал. Вот, возможно, наш вот, патриот нашего этого мультикультурного союза, который называется Киргизский Каганат. В общем, так или иначе, оказалось, что вот эту операцию возможно провести. Вот. Возможно, они как-то сумели расколоть кыргызское, кстати, сообщество. Вот, потому что, может быть, Барсбек оказался вообще один. Но так или иначе, самое главное, что, ну, давайте скажем так, свою сестру им убивать было не за что. Своих родных племянников, вот этих джиганов, чаенов, тоже не за что. Ну, как их ты убьешь там на ней вообще? Ближайшая родня, по сути. Получается, да. И поэтому есть предположение, что, видимо, они вот эту сделали операцию, значит, и хирургическую. Но законные наследники Барсбека, Барсбек-Кагана, они остались. И вот около озера Алтынкёль стоят две стелы. Стояли, да, две стелы, текст которых, организация текста, значит, показывает на то, что вот Игорь Валентинович провел это исследование. Вот смотрите. Кармушин. Текст Бельге Кагана он сравнил и с текстом Кюльтигину. И там даже математически показывается, что насколько они совпадают, насколько они не совпадают, как организован текст, как организованы относительно друг друга. То есть именно передает, значит, это старшему брату делаем, а это младшему брату. То есть учитывается старшинство. И здесь он видит такие же наблюдения в текстах Алтынкёль-1 и Алтынкёль-2. Один был, видимо, поставлен старшему сыну Барсбек-Кагана, а другой младшему. Причем они, возможно, они были близнецами еще вдобавок. Есть некоторые данные, что потом сыновья Барсбек-Кагана через несколько лет посетили, собственно, Китай. Да, буквально через год. Получается, что да, может быть, во-первых, это показывает, что китайская дипломатия очень интересуется возможностями киргизов. Это показывает, что акция устрашения сильного впечатления на кыргызов не произвела. Ну, как то есть ситуацию не поменяли, как сносились с китайцами, так и как бы продолжили. Ну да, ведь экономические интересы тоже это, если тюрки вот блокируют или позже уйгуры стали блокировать торговлю с Китаем, ну извините, Китай мировой производитель товаров и сейчас же нас не удивляет, как Китай вот идет вперед. Но факт остается фактом. Ради, по сути, одного человека, пусть даже правителя северного государства, лично самые, так сказать, крупные игроки на политической арене, значит, по сути, начала 8 столетия нашего времени в пределах Азии, выступают в поход и лично решают проблему.
То есть это говорит, конечно же, с одной стороны, действительно о том, каким образом значит, принимались решения, а с другой стороны говорит о том, что для них это дело носило напрямую личный характер. Жизни и смерти. Да, Барсбек Агана воспринимали совершенно как равного себе, ради которого можно и, что называется, рискнуть. Вот, собственной жизни. Это им было необходимо сделать, потому что если бы все пришло в движение, ну действительно, если бы китайцы отправили войска, западные тюрки отправили войска, то уже бы бессмысленно было бы эту операцию проводить. Если север, собственно, не случайно, и спустя там несколько столетий первое, что делают те же монголы, это пытаются решить проблему северной границы. Да, для истории Хакасии, вообще для истории Южной Сибири, вот Барсбек Каган и для истории, значит, современного кыргызского народа. Барсбек Каган – это, по сути дела, первое лицо. Я бы его не сказал, что он основатель государства, но он именно первый человек, который принял такое вот достоинство царское, вот именно императорское. Это можно соотнести, я там не знаю, там, с фигурой Ивана Грозного, который первый стал царем. Это с основателем вот китайских империй Тан, там, допустим, Тайцзун того же, вот, с фигурой вот Капаган Кагана или Эльтереш Кагана, да, которые принимают на себя вот эти вот титул Кагана. Видите, ведь это же еще претензия на небесную благодать некоторую. Это то, что потом государство могло называться, вот как кыргызы потом и пишут в эпитафиях, постоянно говорят, что у нас небесное государство, что у нас государство Тенгри-эль, да, то есть у нас государство с небесной харизмой. Это претензия на какую-то, ну, такую особую высокодуховную сакральность. Ну, то есть это уже идет очень передача такого, ну, очень много большой духовной работы, я бы сказал, да, по осмыслению вот этих социальных институтов каким-то образом. И тут срабатывает универсальный принцип, да, что мы вот эту новую структуру, да, государства сакрализируем, пытаемся, ну, каким-то образом вести вот такую... Итак, дорогие друзья, традиционно очень много споров вызывает роль личности в истории, но в нашем случае, в случае с государством енисейских кыргызов, вокруг этой личности происходило очень много событий, которые в итоге привели к, по сути, формированию самостоятельного, единого, мощного государства, которое по-настоящему свое слово скажет спустя чуть более чем столетие. На этом я хотел бы завершить данный сюжет. Станислав Анатольевич вынужден подчиниться. Спасибо большое. До новых встреч. Анубжахтара Мархасов. До свидания.